попробует выжить при крушении самолета, прыгнув с высоты в 10 тысяч метров без парашюта. Смелее, Боб, прыгай. Как мы видим, скорость свободного падения Боба в среднем составляет 190 км в час. А время его старта, то есть приземление, займет всего 3 минуты. Вперед, Боб. Итак, на высоте 10 км у Боба начнутся небольшие проблемы с кислородом, что, скорее всего, приведет к гипоксии и потере сознания. Поэтому Боб будет падать так тысяч. Спустя 1 минуту 20 секунд Боб будет на высоте 6500 метров, где сможет прийти в себя, так как будет находиться в тех слоях атмосферы, где можно свободно дышать. Но что может сделать Боб, чтобы увеличить свои шансы на выживание? Во-первых, он может зацепиться за различные обломки. Если Боб сможет создать некое подобие кокона из вещей, вероятность его выживания будет значительно выше. Во-вторых, нужно выбрать, куда падать. Самые опасные поверхности — это бетон, вилы и, как ни странно, вода. Ведь она, как и бетон, практически несживаема. И поэтому лучшим решением будет снег, сено и фабрика матрасов. И последнее. Раскиньте пошире ноги и руки. Запрокиньте повыше голову, расправьте плечи и расслабьтесь. 3, 2, 1. Вот мы и приземлились. Ну что, поздравим Боба со счастливым приземлением. Боб, эй, Боб, Боб. Сегодня мы попробуем накормить Боба 10 килограммами шоколада. Что ж, пожелаем Бобу приятного аппетита. Итак, после 100 грамм шоколада наступает прилив сил и поднимается настроение. Но уже после 1 килограмма у Боба появились высыпания по всему телу. После 3 килограмм у Боба появляется зависимость от теобрамина, содержащегося в шоколаде. Так что наш Боб теперь шоколадный наркоман. Смотрите, как забавно он начал танцевать. Это потому, что 6 килограмм шоколада вызвали судорогу в мышцах из-за сильной интоксикации. Боб съел уже целых 8 килограмм шоколада. Появляются первые симптомы депрессивности и склонности к суициду. Но не пугайтесь. Такая порция шоколада вызывает частичную атрофию мышц, так что он не сможет себе навредить. Кстати, если Бобу сейчас было бы 10 лет, он бы уже умер. Ведь 7 килограмм шоколада — смертельная доза для любого ребенка. Ура! Боб съел все 10 килограмм. Потрясающе. Но, Боб, почему хватаешь за сердце? Ты пытаешься нам что-то сказать? Может быть, ты хочешь съесть еще немного шоколада? Знакомьтесь, это Боб. И сегодня мы похороним его заживо и проверим, сможет ли он выбраться. Ты готов, Боб? Начали. Запаса кислорода при нормальном дыхании у Боба хватит только на 5,5 часов. Но поскольку Боб слегка взволнован, он дышит вдвое быстрее. Каждый лишний вдох только приближает твою смерть, Боб, так что расслабься. Стандартная глубина могилы 2 метра. А учитывая свежую рыхлую почву, попытки докричаться до кого-то на поверхности ни к чему не приведут. Значит, придется Бобу выбираться самостоятельно. Прежде всего, надо как-то пробить крышку гроба толщиной 25 миллиметров голыми руками. Поскольку Боб не черная мамба из Убить Билла, помочь ему сможет только чудо. Ты веришь в чудеса, Боб? Но даже если у него все получится, толща земли, попавшая внутрь гроба, расплющит его голову. Поэтому не стоит ломать крышку прямо над собой. Что ж, осталось последнее — выкопаться из могилы. На это у Боба уйдет 1,5 часа. Хотя, по нашим подсчетам, у него осталось кислорода всего на 1 час. Торопись, Боб. Из-за кислородного голодания он будет уставать гораздо быстрее. Голова начнет болеть и появится сонливость. Но, кажется, Боб видит яркий свет. К сожалению, это лишь галлюцинация. А значит, у Боба осталось 10 минут до наступления комы и клинической смерти. Ну ладно, не будем мешать Боба. Спасибо, ты нам очень помог. Удачи выбраться. Новый год — время фейерверков. Поэтому мы с Бобом закупили 50 килограмм пиротехники. Давайте посмотрим, что произойдет, если поджечь их все одновременно. Давай, жги, Боб. Первыми со всех сторон загораются фонтаны. Искры будут идти в среднем 2,5 минуты. Бобу нельзя смотреть на них с близкого расстояния, иначе он получит ожог роговицы и частично потеряет зрение. Но куда больше Бобу стоит опасаться больших петард. Если он попробует взорвать такую в руке, ему может оторвать не только пальцы, но и всю кисть, а сам Боб получит контузию. Очнись, Боб, начали взрываться фейерверки. Во время детонации стоит держаться от них на безопасном расстоянии, хотя бы в 20 метрах. Ведь если заряд попадет в Боба, температура во время взрыва все-таки 800 градусов по Цельсию может расплавить даже титан, сталь и, конечно, бренное тело Боба. Смотри, Боб, последняя хлопушка не сработала. В течение 10 минут нельзя подходить к несработавшей пиротехнике. Но наш Боб любит рисковать. Ничего не случилось. Она просто потухла. Видишь, Боб, а ты боялся. Знакомьтесь, это Боб. И сегодня он попробует выжить при минус 40 градусов по Цельсию. Без зимней одежды. Не забудь тепло, Боб. Итак, начали. Нормальная температура тела для человека считается 36,6 градусов. Но при таком морозе она начнет опускаться на 1 градус каждые полчаса. Чтобы этого избежать, надо нормализовать дыхание. Глубокие вдохи и выдохи помогут адаптироваться к холоду. Но температура Боба со временем все равно снизится до 35 градусов. И это вызовет озноб и судорогу. Мышцы начнут усиленно сокращаться, пытаясь согреть организм. И Бобу не стоит стоять без дела. Например, зарядка поможет сохранить драгоценное тепло. Но, судя по скованности движений, температура упала до 33 градусов. На этой отметке возникает апатия и чувство безысходности, из-за чего люди начинают терять волю к жизни. Хорошо бы чем-нибудь взбодрить Боба. Кстати, я говорил, что здесь водятся дикие медведи. Внезапная угроза жизни провоцирует всплеск адреналина, и быстрый бег разогревает тело. К сожалению, очень скоро Боб забудет, от чего он бежал, а значит, температура упала до 31 градуса, вызвав ухудшение памяти и помешательство. Из-за низкой активности и проблем с кровоснабжением температура Боба опускается до критической отметки в 29 градусов, из-за чего сознание начинает сильно путаться, сильно густеет, и Боб перестает различать даже знакомые объекты. Это значит, что скоро наступит смерть от переохлаждения всего тела. Держись, Боб. Боится змей. Но сегодня он решил посмотреть своим страхом в лицо и столкнуться с этими ядовитыми существами. Не волнуйся, Боб, у нас есть противоядие. Давай начнем с гадюки. Обычно они не нападают на человека, если их не тревожит. Как и большинство змей, они не имеют слуха и обоняния, а также не видят дальше 2 метров. Зато гадюка чувствует любые вибрации и так охотится. Не волнуйся, Боб. И от гадюки не очень опасен. В худшем случае у тебя появится тошнота и головокружение. Куда опаснее для человека кобра. По распущенному капюшону видно, что она раздражена. Будь Боб заклинателем змей, он бы загипнотизировал кобру своей дудочкой. Но жалкие потуги Боба только сильнее сжат ее. За укус кобра впрыскивает около 7 мл яда, токсин которого вызывает проблемы с дыханием и остановку сердца в течение суток. Боб может попробовать отсосать яд из раны, но важно, чтобы в ротовой полости не было открытых ранок, иначе яд попадет в них, и Боб лишь ускорит свою смерть. Кажется, Боб решил прижечь рану. К сожалению, это бесполезно, ведь ожог не сможет остановить яд, а значит, Боб зря причинил себе огромную боль. К тому же, громкие крики Боба привлекли внимание Тайпана, одной из самых ядовитых змей на свете, которая всегда первыми нападает на человека. Ведь Тайпан еще и самая агрессивная змея. Один укус вызывает паралич дыхательной системы и нарушает свертываемость крови. От яда Тайпана можно умереть всего за 12 часов. Но, учитывая, сколько уже яда в Бобе, счет идет на минуты. Так, надо скорее ввести противоядие. Где же оно? Было где-то здесь. Сейчас мы его найдем. Знакомьтесь, это Боб. Недавно он признался, что не умеет плавать, но мы ему в этом поможем. Погрузив Боба на 200 метров в глубину. Ты готов, Боб? Ты ведь знаешь, кто проживает на дне океана? Итак, Боб начал путешествие на морское дно. Чем глубже он будет спускаться, тем сильнее будет давление, растущее на 1 атмосферу каждые 10 метров. Уже на 5-метровой глубине из-за него у Боба начнет сильно закладывать уши. При дальнейшем погружении барабанные перепонки могут запросто лопнуть, если Боб не выполнит продувку. Для этого нужно зажать рот и нос и сделать сильный выдох. Теперь Боб без проблем смог погрузиться на целых 30 метров. Тем временем азот в его баллоне сжался так сильно, что
превратился в наркотик, вызывающий чувство эйфории. Правда, еще через 20 метров его концентрация, скорее всего, перейдет к обмороку. Очнись, Боб, пока ты был в отключке, мы опустились на 100 метров, но рано радоваться. Воздухом из твоего баллона дышать уже нельзя. Под давлением в 10 атмосфер азот и кислород становятся опасными ядами для человека. Единственный выход для Боба — задержать дыхание и продолжать погружение. На глубине 180 метров температура воды опускается до 5 градусов по Цельсию, а солнечные лучи перестают сюда проникать. Что это, Боб, фонарик? Нет, это морской дьявол. Ты слишком глубоко всплывай. Только не забудь о декомпрессии. Все газы в организме Боба при всплытии начнут расширяться. Его легкие может разорвать изнутри. Поэтому в километрах от бомбы мощностью 20 килотонн. Эту бомбу нам любезно предоставил владелец Северной Кореи Ким Чен Ын. Кстати, он и нажмет на красную кнопку. Пожалуйста, Ким, начинай. Взрыв произойдет через 3, 2, 1. Ядерный взрыв. Красивое зрелище. Но яркая вспышка способна запросто вызвать лучевой ожог сетчатки и спалить кожу. Так что Бобу ни в коем случае нельзя смотреть на него. А если бы он находился неподалеку от эпицентра, световое излучение превратило бы его в пыль. Ведь температура во время взрыва составляет более 7000 градусов по Цельсию. Следом за вспышкой идет ударная волна. Расстояние в 5 километров даст Бобу фору ровно 12 секунд, чтобы спрятаться. Иначе его отшвырнет как тряпичную куклу, переломав все кости. Лучшими укрытиями можно назвать бомбоубежище, глубокую станцию метрополитена или хотя бы прочный подвал дома. В то время как худшими местами являются деревянные постройки, склад со взрывчаткой и холодильник. Ведь чтобы он смог защитить от взрыва, его стенки должен покрывать 10-сантиметровый слой свинца. Теперь ему надо продержаться по крайней мере 10 дней, пока радиоактивные осадки, парящие в воздухе, не осядут на землю. Но чтобы выходить было действительно безопасно, должно пройти. Он как раз готовится ко сну. Но, к сожалению для Боба, сегодня поспать ему не удастся. Как и в ближайшие 240 часов, то есть 10 дней. Через 24 часа без сна у Боба понизится внимательность и появится легкое чувство опьянения, сравнимое с одним промилле алкоголя в крови. Через 72 часа у Боба начнутся проблемы с координацией и легкое дрожание в конечностях. Чтобы Боб не уснул раньше времени, можно включить яркий свет. Когда пройдет 120 часов или 5 суток, мозг Боба начнет непроизвольно отключаться, чтобы хоть как-то восстановиться. И уже тогда троянский осьминог сможет отшлепать летающего кота. Боб, ты внимательно слушаешь? Ты без сна уже 168 часов. И сейчас у Боба появляются синдромы, типичные для болезни Альцгеймера. Боб подвергается такому же воздействию, как и заключенные в американской тюрьме Гуантанамо. Где лишение сна одна из обычных пыток даже в наши дни. Более того, у Боба нарушается ощущение времени. И все эти минуты и часы превращаются в единый поток времени, в котором Боб пребывает еще несколько дней. Итак, поздравляю, Боб. Ты смог продержаться целых 10 суток без сна. Даже не представляю, как сильно тебе хочется прилечь на мягкую кровать. Я как раз приготовил для тебя небольшой сюрприз. Это Боб. И сегодня он отдохнет от экспериментов в райском местечке, необитаемом острове посреди океана. Успокойся, Боб, не надо поддаваться эмоциям. Вот когда ты будешь умирать от голода и жажды, тогда можно впадать в панику. Но чтобы не оказаться в такой плачевной ситуации, нужно действовать. Прежде всего, Бобу понадобится вода, без которой в жару он не сможет прожить дольше 5 дней. К сожалению, пить морскую воду нельзя, ведь в одном литре содержится 35 грамм соли. Дневная доза для человека. При такой дозировке уже через 7 дней почки перестанут справляться с избытком соли, что приведет к лихорадке и, возможно, к смерти. Также нельзя забывать о еде. Без пропитания Боб продержится около 4 недель. Но раздобыть пищу стоит уже сейчас. На острове полно ягод и фруктов. Осторожно, Боб, он может быть ядовитым. Лучше понаблюдать, чем питаются птицы и животные. И только после этого переходить к еде. Еще можно подкрепиться жуками, ведь они богаты белком. Хотя жуки тоже могут оказаться ядовитыми. Смотри, на горизонте виднеется корабль. К сожалению, докричаться до него невозможно. Звуковая волна полностью потухнет через 2 километра. Куда заметнее будет сигнальный костер на берегу. Хотя и то, и другое, скорее всего, привлечет к Бобу хищных зверей. Ладно, Боб, следующий отпуск ты... Где же ты? Ну, наконец-то. Ты стал часто опаздывать, Боб, поэтому сегодня мы попробуем решить эту проблему. Для этого мы разгоним Боба до скорости звука. Не переживай, сама по себе скорость движения не опасна, ведь даже стоя на месте, ты движешься вокруг Солнца со скоростью 100 000 км в час. По-настоящему опасно внезапное ускорение. Например, при резком подъеме лифта Боб испытает двукратную перегрузку. А если увеличить ее в 20 раз, это может не только остановить сердце, но и всячески деформировать тело Боба. К счастью для тебя, Боб, мы разогнались не так резко, поэтому можешь не опасаться за свое здоровье. На отметке 400 км в час его не сможет догнать ни одно живое существо на планете. Но проблем не вижу, Боб. Уже на скорости 800 км в час смертельная опасность для тебя будет представлять даже крохотная песчинка. Ведь сейчас ее импульс будет равен 5-килограммовой гирь. Судя по напряжению в воздухе, Боб вплотную подошел к преодолению звукового барьера. А значит, он достиг невероятной скорости в 300 метров в секунду. Хотя для сверхзвукового истребителя Су-35, развивающего скорость до 700 метров в секунду, Боб все равно плетется как черепаха. Постой, не соревнование. К тому же я не успел рассказать тебе, как остановиться. Показывай. Контроль держу. Знакомьтесь, это Боб. Оказывается, он большой гурман. А как насчет того, чтобы отведать ядовитых грибов, Боб? В природе существует более 100 000 видов грибов, и лишь 3% из них ядовиты. Но самой опасной считается бледная поганка. И сейчас Боб ее попробует. Смелей, Боб, это все ради науки. Опасность бледной поганки в том, что ее токсин появляется не сразу. Первые симптомы могут появиться спустя сутки. Боль в мышцах и сильная рвота. После чего токсин поразит печень, нарушив работу остальных органов. Без лечения в 80% случаев через 10 дней наступает смерть. Но пока с Бобом все в порядке. Он может съесть этот красный мухомор. В течение 10 минут начнет действовать содержащийся в нем мустимол. Он вызывает у Боба галлюцинации, которые продлятся не меньше 5 часов. Очнись, Боб, ты живешь в своей ботинке. К тому же ты забрел на запретную территорию. Здесь повсюду колонии грибов кардицепс. Их споры способны подчинить себе сознание насекомых, а этот улучшенный вид может влиять на людей, поражая мозг. Твой интеллект начнет опускаться до уровня ребенка, пока ты не превратишься в оживший безмозглый гриб. Что ж, теперь придется ждать, пока один из нас не сделает как... Мы с ним встретились в странный период его жизни. Перед Бобом открывается удивительный вид из окна 85-го этажа небоскреба. А вот только зарево заката, которым любуется Боб, на самом деле разгорающееся пламя пожара. Прежде всего, Боб, запомни, что вода твой главный союзник. Влажные вещи помогут защитить органы дыхания от угарного газа. Всего лишь 1% которого в воздухе вызовет у Боба обморок за 3 вдоха, а в течение 2 минут наступит смерть. Чтобы спастись, Боб, тебе нужно поскорее покинуть здание. Самым быстрым вариантом будет выпрыгнуть из окна. Ты преодолеешь 290 метров всего за 8 секунд. Хотя это вряд ли спасет твою жизнь. Пользоваться лифтом во время пожара тоже нельзя. Ведь если электроника выйдет из строя, Боб намертво застрянет в кабинке, а учитывая, что через 30 минут температура огня достигнет более 900 градусов по Цельсию, Боб фактически будет кремирован заживо. Судя по грохоту, уже началось обрушение несущих конструкций. А значит, у Боба осталось 10 минут. Для этого нужно преодолеть 1700 ступенек, на что у Боба уйдет 20 минут. А этого времени явно недостаточно. Впрочем, есть и хорошие стороны. Возможно, руины этого дома назовут в твою честь, Боб. Хотел завести себе домашнего питомца. Поздравляю, Боб, твоя мечта
мечта сбылась. Правда, вместо зоомагазина мы отправимся на сафари. Кого посмотрим первым? Хочешь этого львенка? Но будь осторожен, его. Взрослые особи должны быть где-то рядом, и ты вряд ли переживешь их нападение. Рыка его громкостью 115 децибел оглушит Боба, а острые когти длиной 8 сантиметров достанут до жизненно важных органов. К счастью, эти львы выглядят сытыми, так что Боб сможет аккуратно покинуть территорию Прайда. Смотри, Боб, это же бегемот. Может показаться, что эти ленивые существа крайне миролюбивы, но на самом деле бегемоты одни из самых агрессивных животных в мире. Они могут раскрыть пасть на 150 градусов, так что Боб влезет в нее целиком, а учитывая силу сжатия через 120 атмосфер, Боба расплющит, как тюбик зубной пасты. Лучше беги, Боб, это твой единственный шанс спастись. Правда, не от гепарда, который окутался неподалеку, ведь он за 3 секунды может разогнаться до 100 км в час. Кажется, Боб, ты ему понравился, или он просто решил поиграть в себя. Чувствуешь вибрацию? Похоже, ты оказался на пути миграции в спару. Каждая особь в стаде весит более 5 тонн, так что из Боба получится отличная подпитка.